Шалом. Лекция на главу Брешит. Духовный и телесный человек. Первое слово этой главы, а также Торы Брешит в начале. Танах говорит в начале, это хохма, мудрость. Итак, мудростью Бог, который есть Дух, как сказано на Иоанна 4, сотворил небо, духовные существа, ангелов, души людей и воинство небесное, и затем землю, материальный мир с земными телами людей. В первой главе говорится о духовном человеке, состоящем из мужа и жены, которые должны были плодиться и размножаться согласно сказанному Бытие 1:28. Плодиться духовными познаниями, всяким познанием, как сказано Римлянам 15:14, всякой премудростью, как сказано Колоссянам 1:27-28, Колоссянам 3:16. Исполняться волей Божьей во всяком духовном разумении, как говорится в Колоссянам 1:9. Во второй главе говорится о сотворении внешнего человека, это земного мужчины и отдельно женщины, которым надо будет плодиться также физически, размножаться, наполнять эту планету Земля телесно, чтобы была возможность всем душам, которые в Адаме согрешили, как раби Шауль, апостол Павел об этом говорит, Римлянам 5:12. Через реинкарнацию перевоплощаться в тела, как об этом говорит Танах, Екклезиаст 1:4, Евангелие Иоанна 3:7 и послание раби Шауля 2 Коринфянам 5:8-9, также Коран говорит об этом реинкарнации, и особенно книга каббалистической Зоар. В 3 главе человек, состоящий из Адама и Евы, как сказано в Бытие 5:2, что мужчина и женщину Бог нарек по имени человек. Согрешили они, в 3 главе мы читаем, и принесли проклятие через грех на эту планету. До тех пор человек не должен был работать физически, а только духовно, прилагая все усилия, дабы познавать всякую мудрость Бога. Но после греха он должен будет тяжко физически работать, и жена будет в муках рождать, и будет сильно у нее сексуальное влечение к мужу. В этой главе Бог прерывает вечность для человека, чтобы он не был вечен в таком грешном состоянии. В 4 главе говорится, что человек еще сильнее вступил в область зла, он последовал путем падшего духа Люцифера, о чем Танах говорит Иезекииль 28 главе, который не только согрешил грехом идолопоклонства, но и стал убийцей. Так и человек последовал за падшим духом, согрешил и затем стал убивать. Это Каин, затем Ламех, и до сегодняшнего дня для ежедневного можно слышать ежедневно, как на этой планете Земля убивают люди друг друга. Или это происходит путем войн, или путем грабежа, или путем вторжения бесовских духов, которые вселяются, и мы видим, приходят в школы с автоматами, их стреляют или на дороге, останавливают, убивают, или взрывают здания, и затем себя убивают. В 5 главе мы читаем о рождении и смерти людей. Однако Каббала учит нас на основании Танаха, что рождается и умирает это тело человека. То есть внешний телесный человек рождается, умирается,
Многократно, согласно учению Танаха, великий проповедник Ильяс говорит 1:4, а также Иешуа Машиаха говорит Никодиму, учителю Израиля, должно вам родиться снова и снова. Иоанна 3:7. Через реинкарнацию внутренний человек, дух, душа, нешама не умирает. Он остается бессмертным. И когда тело мертвое возвращается в прах, дух же возвращается к Богу, говорит Екклезиаст 12:7, чтобы, соответственно, все, что он делал, доброе или худое в этом теле, последние слова, говорит Екклезиаст, должен будет отвечать человек за жизнь, пройденную в теле, доброе или худое. Так об этом Раби Шауль пишет 2 Коринфянам 5 главе, 10 стихе: всем нам должно будет явиться на судилище Христова, чтобы получить соответственно, что мы делали в теле, доброе или худое. И вот однажды положено умереть человеку, говорится в послании в Рим, а потом суд. То есть человек умирает телом, и жизнь, которая была прожита душой в этом теле, идет и судится. И тогда решается о реинкарнации, давать ли именно душе человеческое тело, или она не заслуживает, тогда опускает ее в животный мир, или в материю, или в ад, или в другие состояния. Если душа развивалась, то поднимается в горний мир, в духовные миры. Поэтому мы должны знать, что в духовном понимании смерть и рождение, нам Каббала говорит, что когда говорится о смерти, он умер, то это означает умер на предыдущей духовной ступени. Ибо теперь через рождение духовной свыше, как сказано, человек от веры к вере, от силы к силу приходит. Он рождается на новую духовную ступень. Например, это происходит с человеком, когда делает шуву или принимает гиюр. Он умирает для греха и для языческой жизни и рождается свыше для правды, для жизни по закону Божьему, по заповедям Божьим, потому что закон Божий, заповеди – это правда Божья. Соблюдая все это, человек достигает вечной жизни, как об этом говорил и учил наш Господин Иешуа Машиаха. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди Торы. Матфея 19:17, потому что именно заповеди есть свет, назидатель обучения, путь жизни, говорит Танах, притчи 6:23. Так как заповедь в действительности, она есть свет и назидательное поучение, путь жизни, говорит мудрый Соломон, и Иешуа Машиаха подтверждает это, и также его последователи, один из великих, который получил откровение от Иешуа, это апостол Иоанн, и в книге Откровения он показывает нам в 22 главе 14 стихе, что право на духовную жизнь, вечную жизнь в духовных мирах имеют только те, кто соблюдает заповеди Божьи, и они блаженны. Да поможет нам Господь, что мы вошли в это блаженство этих людей, соблюдающих заповеди Божьи, прибыли в терпении святых, соблюдающих заповеди Божьи, как сказано Откровение 14:12, на которых рассвирепел дракон и вступил в брань, который сохраняет заповеди Божьи, чтобы нам Господь дал силы сохранить Его заповеди и соблюсти, как апостол Павел наставляет сына своего по вере Тимофея, чтобы соблюсти так, как соблюдил именно священник Захарий и Елизавета, беспорочно, беспрекословно, соблюсти их искренно, в точности, и тогда удостоимся вечной жизни. Да благословит нас Господь на восхождение именно нашей души к соблюдению всех заповедей Божьих. Аминь.